Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вашего мужчину. А тема звучит так: о чем он мечтает? Мечтает в целом по жизни и мечтает относительно вас. Вот какие его мечты, какие его желания в сегодняшнем дне. Если тема интересна, присоединяйтесь, загадайте, пожалуйста, на мужчину и давайте вместе посмотрим. Я попрошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Боже, ну что ж такое, а? Что за мужчина? Кого вы мне загадали? Слушайте, он такой хитренький, он такой интересный. Давайте я еще на оракуле тоже посмотрю. Прям интересно, как оракул его покажет. Вот то, что я вижу, меня, если честно, очень сильно удивляет. Я давно такого не видела. Не знаю, похвалить его, либо поругать. Ну, я вам позже объясню, а вы уж там сами в комментариях мне напишите, как к этому относиться. Так, давайте я посмотрю на него, вот каким его видят оракулы. Ну все понятно. Ну, я сказала, что он хитренький. Смотрите, карта дьявола вышла. Ну и на вас тоже хочу посмотреть. Ой, коварный тип, коварный просто. Девочки, во-первых, он от вас просто невероятно зависим. Вы для него навязчивая идея. Чего очень хочется? Очень хочется, чтобы вы настолько сильно влюбились, настолько сильно ему покорились, вот чтобы, ну, как это дьявол, да, повелевать вами, чтобы вы вот прям сгорали в страсти в его руках. Вот чего хочется. Если вы загадали на мужчину, с кем вы недавно познакомились, знаете, у него коварный план вас добиться, соблазнить, покорить и влюбить в себя. Но при этом этот мужчина сам же, понимаете, и соблазнится, и влюбится, уже как соблазнился, влюбится, по уши просто влюбится и будет вашим ручным котиком, сам будет гореть в этом пламени. Если вы смотрите на своего настоящего мужчину, на своего супруга, девочки, ну какой же он хитрый, ой, какой он хитрый. Он вам, знаете, что говорит? Он говорит: вот я там то, все, без тебя, да ты там, не знаю, что-то мне сделала, помешала. На самом деле нет, девочки. Он настолько вот прям предан, настолько он по вашим, знаете, как следам ходит. И без вас он как слепой. Вы ему как поводырь, вот поверьте. А он вас пытается все время убедить в обратном. То есть он вам говорит: ты без меня пропадешь. А на самом деле вы должны понимать, это я без тебя пропаду. Там, он вам говорит: ты там, ну, допустим, да, неумная. На самом деле он говорит: это я очень глупый, вот без тебя вообще ничего не понимаю. Ой, какой хитрец, слушайте. Вы знаете, он раб своих страстей. Человек, который обладает всякими, страдает, вернее, не обладает, а страдает от всяких привычек, пристрастий, с которыми он не в силу бороться. И самое его главное пристрастие – это вы. Вот поверьте, вы. Он без вас вообще не... Вы его воздух, вы его кровь, вы его жизнь. Вот если вас в один момент от него забрать, ну поверьте, он на третий день от тоски просто погибнет, зачахнет и погибнет. Без вас он не может, абсолютно не может. Хотя вам постоянно показывает обратное. Вообще, знаете, как идет ощущение, что он с вами пытается играть в какую-то дурацкую, я бы сказала, дебильную игру, в которой он постоянно проигрывает, но он не сдается, он, как, знаете, такой оппортунист, надеется на лучшее. Нет, дружок, в любви ты проиграл, и проиграл давно. Но только твой проигрыш
это на самом деле твое счастье, да, что ты, вот такая женщина прекрасная с тобой играет, да, делает вид, что она ничего не замечает, и вообще тебе очень повезло, дорогой мужчина, что эта милая дама вообще соизволила тебе приблизиться к себе на самом-то деле. Вы очень разные, и я вам честно скажу, он на несколько ступенек пониже, чем вы. Знаете, как говорят, не до конца достоин, да, либо не совсем вам соответствует. Вы очень разные. Вы крутая, а он прям такой простячок. Да, простячок совершенно вот такой, знаете, вы такая родовитая, маститая, а он прям совсем без роду, без племени. Ну вот так мне идет. По крайней мере, в глазах высших сил, вот он за вас очень держится, очень, он все это чувствует, он все это, конечно, его это бесит, и, конечно, бы он хотел перевернуть эту ситуацию, но, нет, не получится, дружочек, вот таким-то ты родился, сам себя не перехитришь, сам себя не обыграешь, ну, тем более вас он никогда не обыграет. Так, вы, ой, а вы такая мечтательная, во-первых, вы очень талантливая. Просто невероятно талантливая. Видите вот эту коробочку? Это все ваши скиллы, ваши таланты, ваши способности. Да, вы не всегда этим пользуетесь. Да, вы ищете радость и счастье в простоте. Но, мои хорошие, на самом деле вы очень сложная, замысловатая, и я бы сказала, уникальная. Я понимаю, что меня смотрит большое количество женщин, но раз вы зашли на эту цыпку, вас показывают именно такой. Это вы, это про вас. Смотрите. Вы на самом деле по жизни фартовая. Но фарт и удача приходят в вашу жизнь, когда вы в гармонии и в балансе. К сожалению, это редко с вами бывает. Вот правда, редко. Видите, здесь мышь, которая постоянно, и кузнечик, и мышь, какие-то насекомые, да, люди, которые с вас постоянно незаметно тащат эту энергетику, тащат с вас удачу, везение. Вы очень добрая, вы открываете свою душу и сердце, ну, прямо первому встречному, поперечному. Ну, такой вы человек, да, возможно, вас так родители воспитали. Вы мимо никогда не пройдете. Там человек, животное, вы всегда остановитесь, поможете. Вы надолго запоминаете какие-то переживания. Вы там о каком-то грустную историю услышали, вы будете об этом думать, я не знаю, там месяцами, да, желая помочь человеку, либо мысленно прося за этого человека. Ну, такая вы. Вот. А хотите быть прям очень удачливой? Научитесь отстраняться от внешнего мира. Научитесь держать эту внутреннюю гармонию, внутренний баланс, чтобы вас не раскачивало в переживания, в страдания, в страх, либо наоборот даже в какие-то агрессивные нотки. Вот сумеете ровно ходить, да, по земле, вот прям ровно-ровно, так, чтобы не шататься, не заваливаться. Удача всегда будет с вами. Она у вас при рождении. У кого-то даже отыграется, что вы в рубашке родились. Спросите своих мам, может быть, бабушек, да, вот они вам скажут. У кого-то, кстати, вообще необычная история рождения идет. Вот как будто бы темные силы не хотели вас пускать, да, а вы все равно родились, да, и живете в нашем мире. Вы свет в себе несете, вы его дарите другим людям. Иногда он ярче, иногда тускнее, но тем не менее этот свет, он по жизни идет с вами, и вы вот все вокруг себя освещаете. Так, еще хочу сказать, что вы персона такая сказочная, вы обладательница очень какой-то эксклюзивной красоты, вот правда. Не похожи на других, сами вы себе, скорее всего, не нравитесь, да, либо очень много в себе изъянов находите, но другие люди вашу красоту прям видят, причем видят сразу. Понятно, что одним приятно с вами общаться, да, вот особенно мужчины любят с вами общаться, обращают на вас внимание, а вот женщин, ну, с женщинами, конечно, посложнее, потому что многим женщинам вы вот сразу, они вас видят и считают вас конкурентку, хотя вы ни с кем не конкурируете, вы никуда на рожон не лезете. Есть, конечно, и нормальные женщины в вашем окружении, с ними вы дружите, у вас прекрасные отношения. А вот есть дурочки всякие, да, закомплексованные, которые вас видят угрозу, конкуренцию. Вот вы человеку ничего плохого не сделали, а этот человек прям
переживает, да, переживает и постоянно о вас думает, и может даже гадости про вас говорить, даже какие-то действия не очень хорошие в ваш адрес осуществлять. Ну, понимаете, это жизнь, да, люди очень часто боятся того, чего они не понимают. Они понимают, как можно быть такой хорошей, как можно быть такой доброй, как можно быть такой прекрасной. Ну, теперь понятно, почему этот мужчина вот играет в эти игры. Конечно, девочки, никуда он от вас не денется. Он ваш целиком и полностью, от макушечки и до кончиков пяток. И неважно, в каких вы отношениях, в каком вы статусе с друг другом находитесь, в какие бы игры он ни играл, победить вас невозможно. Отказаться от вас, уйти от вас – это его погибель. Он это знает. Он, знаете, как не только знает, он это все чувствует. А возможно, у кого-то отыграется, что уже прочувствовал, потому что вижу, что здесь даже может быть пауза между вами, либо какая-то временная разлука. И вот он прям сам с ума сходит, потому что хочется вот вас держать в своих руках. Возможно, даже он сам виноват, что между вами вот эта пауза, вот эта разлука произошла. Так, вернемся к отсыпке. Мужчина. Смотрите, у него мечта, у него желание, вот относительно вас, да, это покорить вас целиком и полностью, сделать своей, чтобы вы полностью от него зависели, чтобы вы там просто, он бровь повел, да, а вы уже такая, опа, и рядом с ними, готовая верой и правдой ему служить. Вот этого хочется. Хочется, чтобы вы первое проявляли инициативу, чтобы вы были ко всему готовы, уступчивая, податливая, там пальцами щелкнул, вы уже раз там, что вы пожелаете, мой господин. Вот этого хочется. Но чем больше ему этого хочется, тем менее он это получает. Вы вообще против таких отношений. У вас даже какое-то отторжение, либо усталость уже от его этих капризов, от его вот этих требований, да, от его райдера уже идет усталость. Вы не хотите этого. Вы хотите нормального мужчину. Нормального, взрослого, самостоятельного мужчину, который умеет заботиться о себе, о семье, опять же, о любимой женщине, о вас. Да? Вот такого вы хотите. Вы не ждете от него каких-то сверхрезультатов, либо какого-то волшебства, я не знаю, там, миллиардов, миллионов, чтобы он вам приносил. Нет, вы просто хотите нормальных, здоровых, взрослых отношений. К сожалению, в данный период времени мужчина загнался и дать вам этого не может. Играет в эти идиотские игры, которые вас реально утомляют. Либо у вас уже какое-то огорчение от этого идет. Вы такая руки разводите и говорите, ну я не понимаю, что тебе надо, да? Что ты хочешь вообще? Что ты себе там думаешь? Вот. Что еще касается по поводу вас? Ему очень хочется с вами богатой жизни. Вот именно богатой. Ему, в принципе, хочется быть, да, это его мечта, кстати, быть богатым. И вот хочется с вами, хочется вас постоянно чем-то удивлять, радовать и что-то вам доказывать. Может быть, вы его критиковали, либо с кем-то сравнивали, либо о ком-то даже, да, не сравнивали, просто говорили о ком-то, о знакомых, о родственниках, может, о своих родителях говорили. Например, у кого-то папа там, человек, который без всяких там дополнительных возможностей сам себе все там заработал, купил, сумел, добился, выучился, да, и вот вы рассказывали с восхищением о своем папе, либо там о своем брате. А вот он сидел, слушал, и у него прямо школики шли. Нет, ты только мной должна восхищаться. Как так? Зачем? Зачем ты меня сравниваешь? Да? Только на меня смотри. Я вот тебе докажу, что я самый лучший. Да? Когда-нибудь я стану богатым, когда-нибудь я тебе подарю целый мир. Там самолет, причем этот ковер-самолет, да, будем летать по миру в мгновение ока. Вот такой, кстати, он у вас фантазер. Немножко ленивый мужчина, ленивый, да, есть такой. Вот он загорается вроде и молодец, что-то начинает делать. Потом в какой-то момент такой, типа, как-нибудь, тяп-ляп, да, там, не получилось, не пошло, съехало, брак пошел. Он такой, вот меня кто-то поглазил, либо там какие-то враги постарались. На самом деле нет, это его головотяпство. Вот такой вот он человек. Ему еще, знаете, как учиться и учиться. Так, еще у него мечта стать умнее. Девочки, вы будете смеяться, но ему хочется стать умнее, чем вы. Во многих вопросах вы его просто вот под орех разделываете. Ваши суждения,
ваш какой-то жизненный опыт, либо умение делать правильные умозаключения, его, с одной стороны, восхищают, он в таком, как это может быть, да? Как она это все поняла, как она все это сделала. А с другой стороны, он думает, ну блин, она же женщина, а я же мужик, ну, умнее меня, что ли, получается, да? Вдруг кто-то поймет, что она умнее меня. Ему хочется быть умным, ему хочется быть, я не знаю, там, развитым, начитанным, прокачанным, уметь правильно говорить, там, красиво изъяснять свои мысли. Но вот он смотрит на вас, я же говорю, восхищается и тут же завидует. Вот мечта быть умнее, чем вы. Так, ну, молодец, пусть старается, пусть развивается, не знаю, там, читает побольше, какие-то уроки дополнительные берет. Может быть, рано или поздно получится. Так, еще он мечтает о какой-то бесконечной, я не знаю, как это правильно сказать. Ему хочется быть более каким-то мощным в кровати, в постели. Может быть, у него и нет с этим проблем. Но вот, может, там фильмы для взрослых посмотрел и думает, о, а чего у меня не так? Да, почему у меня там меньше, либо менее продолжительней. Вот. То есть мечта обрести в какую-то супер-бупер, мега мужскую силу. Ну, глупо, конечно, ну пусть мечтает, кто же ему запретит. Так, у кого-то, кстати, отыграется, девчонки, что он мечтает освободиться от какой-то женщины. Возможно, вы смотрите на несвободного мужчину, да, тогда и дьявол нам тоже вот объяснение дает. И, возможно, да, он женат, либо у него какое-то там тяжелое прошлое висит бременем на его спине, либо шее. Вот хочется обрести свободу. Причем, знаете, как по волшебству, вот так, чтобы закрыть глаза, и все, и нет той другой женщины. И никаких последствий нет, и никаких проблем нет с этим связанных. Все, он свободен, иди куда хочешь, да, вот к вам сразу, да, бегом к вам. А у кого-то отыграется, что, возможно, это мама, которая его постоянно, там, не знаю, прессингует. Может быть, там постоянно его критикуют, либо что-то у него просит, да, вот хочется от какой-то женщины освободиться, вот прям, чтобы не было и все, и доступа, чтобы у этой женщины к нему не было. Так он не может ей в лицо сказать, что типа все, до свидания, да, либо давай решать вопрос, а вот хочется, чтобы прям он сухенький из воды вылез. Ну, так не бывает. И он, конечно, это понимает, чувствует, но вот не хочет он с этой женщиной решать вопрос. То ли побаивается, то ли чувствует, что он слаб перед этой женщиной. Вот. Очень ему хочется, чтобы вы как-то за него поборолись, чтобы вы как-то вмешались и поборолись за него. Да, вот себе под крылышко взяли бедного птенца и защитили его от какой-то злой курицы. Так, еще чего хочется? Ну, хочется ему каких-то звезд. Звезды, понимаете? Ну, у одних отыграется, что хочется какую-то прям карьеру звездную сделать. Может быть, он у вас очень талантливый человек, кто же его знает. А может быть, он ну вот карьеру какую-то прям хочет, там супер-бупер, вот этого хочется, мечтает об этом. Правда, он ничего для этого не делает, но тем не менее мечтает, причем мечтает регулярно. Ну, такой персонаж. Так, еще ему хочется где-то побывать, причем хочется с вами где-то побывать. Может быть, вы вместе о чем-то говорили, и вы сказали, вот хотела бы куда-нибудь там, на какие-нибудь тропические острова, либо еще какое-то место далекое, уникальное. И вот он такой думает, заработаю денег, поймаю свою звезду. И с любимкой вот на экзотические острова, там, где она и я, и море, и пальмы. Вот как возьму, как разбогатею, как удивлю свою любимую. Все будут об этом говорить. Да, вот так ему хочется. Так, ну что тут еще добавить? Мечтатель, романтик, не от мира сего, сам себя обманывает, да, он такой. Вот. Ему, конечно, очень повезло, что вы на него обратили внимание, а если он ваш муж, то он выиграл в жизни просто джекпот. Девочки, он все это понимает, но никогда этого не признает. Не признает, потому что правда слишком горькая для него. Он очень эгоистичный человек, ну, по крайней мере, в данный период времени, вот у него прям такой
всплеск эгоизма идет. Да, может быть, со временем он поутихнет, может быть, вот дойдет до него, кто рядом с ним. Вот дадите вы ему пендаля такого смачного, вот сразу поймет, что он эгоист, сразу поймет, где он был неправ. Вот, пока вы его принимаете таким, как он есть, вы как будто бы позволяете ему и дальше мечтать в такие вот игры играть, не совсем понятные, не совсем здоровые. Но все-таки это неправильно, да, когда мужчина желает полностью покорить женщину и приручить ее, как будто бы она дикая кошка. Вот. Да, можно об этом мечтать, можно об этом думать, но в какой-то, я не знаю, там, игровой форме, что ли, либо в порыве, там, не знаю, бреда, но так, чтобы по-серьезному, а он действительно играет в эту игру. Вот. Игра, которая уже затянулась и вас порядком утомила. Мы устали от этой игры. Все-таки для взрослого мужчины это неправильно. Просто неправильно. Вот что мне нравится в этой отсыпке, это то, что за вас будут заступаться. Заступаются и будут заступаться. Вот ангела-хранителя, видите, показали. В какие-то моменты ангел-хранитель вот как прячет вас от этого мужчины. Либо даже, знаете, такие ситуации создаются, когда ну вот не доходит до каких-то жестких моментов в ваших отношениях. Там, ну, жесткие моменты это могут быть ссоры, какие-то разочарования, либо даже какая-то информация не проходит, либо не доходит там, от вас к нему, либо от него к вам. Вот, ангел защищает. Мужчина пока мне идет таким немножко сыроватым, да, вот слишком много дури у него в голове. Вот я так понимаю, что ангелы вас не откроют ему до той поры, пока он немножечко себя не проработает. Кстати, у кого-то даже отыграется, что мужчина даже какой-то негативчик на себя хапанул. Причем, ну, у кого-то отыграется, что его могли поглазить, он же любит у вас похвастаться. А люди разные бывают, да, кто-то посидел, послушал, думает, о, ну ничего себе, там, мужик лопатой деньги гребет, да, и женщина у него самая лучшая и самая прям ручная, преданная. Вот. Но он любит привирать, особенно если немножечко там как-то расслабиться, либо выпьет, прям себя сдержать не может, хочется хвастаться. А у кого-то отыграется, что мужчину в свое время, я не знаю, тут чарами пытались к себе привязать, либо наоборот какие-то на него ставили там, ну, а-ля обереги, ну, так, чтобы он там по женщинам не ходил. Вот. И это действительно вот ударило по нему, ударило, знаете, по финансам ему ударило, и ударило ему по, наверное, мозговой активности, что он немножечко как поглупее, что ли, стал. Вот эти дурацкие мысли, игры у него тут в голове рождаются. Но любовь, она ведь весь негатив побеждает. Это зло конечно, а добро, любовь вечны. Поэтому, мои хорошие, вы его еще и исцеляете, ко всему прочему. Так, ну а по вам, девочки, что я вижу? Вашу мечту я тоже вижу, потому что показали, что вы хотите любви, чистой, настоящей. Хотите мира, хотите семьи. Вот кто-то прям ребеночка в любви хочет родить, да? А кто-то, может быть, с любимым хочет заняться каким-то делом, либо дом вместе построить, да? Вот что-то новое принести в свою жизнь. У вас очень правильные мечты, очень чистые, очень яркие. И вот ангел обещает, что ваши мечты 100% исполнятся. Вот его мечты точно не исполнятся. Либо так, как он мечтает, так не будет. Не будет, просто не будет. Ну что, это глупость, это дурость. А вот ваши мечты, они точно исполнятся. Мечты о счастье, мечты о состоятельной, доброй жизни, о доме. Все это обязательно исполнится. Так, мои хорошие, на этом все. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.